Новые механизмы поддержки бизнеса, создание комфортных условий, преодоление кадрового дефицита, новая регуляторика для цифрового государства, а также нормализация отношений силовиков с предпринимателями вошли в число ключевых тем по улучшению инвестиционного климата регионов на 2020 год. О планах по улучшению инвестиционного климата в Якутии на этот год мы поговорим с Тимуром Ханды, заместителем министра экономики Якутии. Тимур Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом году Якутия улучшила свои позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 22 место среди субъектов и став лидером роста. По каким показателям удалось достигнуть существенных сдвигов? Действительно, Якутия в прошлом году заняла 22 место. Это мы поднялись с 52 до 22 места. Это 30 позиций. На самом деле это историческое событие. Мы чисто математически больше никогда так не сможем сделать. Это не означает, конечно, что мы прям сделали такой прорыв. На самом деле я считаю, что мы просто привели в соответствие. Для того, чтобы правильно принимать управленческие решения, необходимо понимать, с какой точки исходно мы должны дальше идти. Если посмотреть в профиль всех показателей национального рейтинга, то 44 показателя, которые в том числе и регуляторную среду, да, это по окончаниям, по срокам, по дням, это и административное давление, где мы делаем большой акцент на снижение проверяющих мероприятий, чтобы они были больше предупреждающие, профилактические, потому что задача стоит не оштрафовать малый и средний бизнес, задача его научить, предупредить от тех действий, которые он может совершить. На самом деле сегодня у нас очень, я считаю, эффективно работает такой институт, как коллегиальный орган, это и проектный офис по улучшению инвестиционного климата, и координационный совет по предпринимательству при главе республики. Два таких мощных, можно сказать, одних из даже лучших практик на территории Дальнего Востока, которые мы проецируем через агентство стратегических инициатив. Он, конечно, состоит из предпринимателей. Самое главное и самый главный акцент мы делаем на диалог с бизнесом. Для того, чтобы органы исполнительной власти правильно понимали, это, конечно же, и нацрейтинг, потому что все-таки это зеркало, это опросы предпринимателей. И если, возвращаясь к вашему вопросу, то можно сказать то, что мы действительно сокращаем сроки в той же экспертизе. Сегодня, благодаря Центру оказания услуг «Мой бизнес», мы действительно сократили практически в 2 раза сроки регистрации юридических лиц. Конечно же, это благодаря ведущим банкам России, которые именно в формате цифровизации предоставляют такие услуги. По административным давлениям у нас идет очень большое количество снижения именно регулирования в части проверяющих мероприятий. Это и рискоориентированный подход. То есть на сегодняшний день мы предприниматели делим на группы риска. Если это низкий риск, то его проверяют, допустим, раз в 3 года. Если это группа риска высокая, где есть вероятность, какая-то безопасность населения, где стоит в приоритете, конечно, его проверяют намного чаще. Вы сказали, что это был исторический скачок, и такое навряд ли повторится, но все-таки в этом году на сколько пунктов намерены улучшить показатели? Такой задачи у нас, к сожалению, нет. Мы не стремимся занимать какое-то место. Мы просто смотрим и анализируем те показатели, которые у нас не очень хорошие, допустим, телекоммуникационные, инфраструктурные. И в связи с этим мы формируем определенные фокусные мероприятия для того, чтобы улучшить именно показатели в этом плане. Возможно, они и хорошие, возможно, просто какое-то было субъективное мнение предпринимателей. Но, тем не менее, у нас есть с чем работать. Те же региональные закупки по федеральному 44-му закону, 223-му закону. На сегодняшний день мы сформировали очень важный документ для Республики Саха-Якутия. Это рейтинг внутри нашего субъекта. Рейтинг муниципальных образований, который включает в себя 16 опросных показателей, 12 статистических. То есть тем самым мы пытаемся сделать небольшое соревнование среди муниципалитетов, так как предприниматель ведет свою деятельность уже на местах. И что даст это введение этих рейтингов?
Ну, во-первых, у нас будет единая инвестиционная политика по формированию того же инвестклимата, того же делового климата. На самом деле это две вещи, которым многие думают, что раз я не инвестор, значит это меня не касается. На самом деле тот же фермер, который занимается личным подсобным хозяйством, он уже инвестор. Он вкладывает свое личное время в определенную деятельность для обеспечения себя. Далее он будет уже заниматься предпринимательской деятельностью. Вот, и поэтому такой рейтинг формирует, можно сказать, небольшой соревновательный эффект между муниципалитетами о том, кто лучше и кто действительно лучше будет поддерживать предпринимателя, какие меры поддержки будут оказываться на местах. Потому что по закону о местном самоуправлении муниципалитеты вправе принимать свои решения. И это дает возможность предпринимателям качественно чувствовать, что за ним следит государство, что оно обеспокоено о его развитии. Это должно идти, вот самое главное, это должно идти в разрезе, точнее в совокупности муниципалитета, региональной власти и, соответственно, федеральных органов исполнительной власти. Вот когда будет вот это трио работать прямо в идеале в тандеме, вот прямо в трио, тогда мы точно будем понимать, какие проблемы есть и как их правильно командно решать. Ну, бизнес не стоит на месте, и появляются все новые виды, вот, например, несырьевые. Вот для них как-то будут пересмотрены меры господдержки? Ну, это действительно вопрос актуальный. Пересмотрено или не пересмотрено, дело, наверное, вопрос не в этом стоит. На сегодняшний день у нас довольно-таки обширный комплекс, ну, вообще сама инфраструктура поддержки, институтов развития поддержки предпринимателей. Не сырьевые, действительно у нас IT-технологии развиваются, да, но это же те же предприниматели, а бизнес – это экономика. Экономика – это математика, то есть 2 плюс 2 – 4, минус налог, плюс это, плюс расход и так далее. Поэтому, конечно, вот если поднять вопрос именно, вот, наверное, сейчас IT-предприниматели нас смотрят, думают, да, действительно, хочется открыть там свой бизнес, заниматься разработкой приложений, но для этого нужно взять кредит, а для кредита нужен залог. И вот такие моменты мы, конечно, смотрим. Сегодня у нас есть центр оказания услуг, который является единым окном, единая точка входа для предпринимателей по всей территории Республики Саха-Якутия. Ну, я хочу здесь отметить, что данный центр оказания услуг «Мой бизнес», он сформирован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Но я горжусь тем, что нам это было сделано практически легко, потому что уже во время формирования вот этого нацпроекта у нас уже была сеть Центра поддержки предпринимательства. То есть Республика Саха-Якутия уже, наверное, наперед знала, что будут какие-то мероприятия, или просто понимала, что это один из таких эффективных инструментов поддержки. Потому что для предпринимателей очень важно обладать актуальной информацией, где какие мероприятия происходят, где какая господдержка, образовательная, информационно-консультационная, в том числе финансовая, потому что у нас есть и фонд развития предпринимательства, который является одним из, ну, можно сказать, не хочу хвастаться, конечно, но он всегда был лучшим по России по объемам, по качеству, по возврату. У нас на сегодняшний день, вот, просто если цифры представить, примерный объем поручительств практически 3,5 миллиарда рублей. А вот какие-то отзывы вы получили уже от предпринимателей? Что они говорят? Отзывы от предпринимателей мы получаем каждый день. Каждый день. Буквально вчера мы встречались и с деловой Россией, и с опорой, и с торгово-промышленной. У нас это идет, не знаете, не по моменту, вот надо встретиться, встречаемся. Да? Каждый день абсолютно в процессном режиме идет взаимодействие. Я, конечно, хотел бы призвать предпринимателей на местах включаться вот в повестку формирования госполитики в части развития малого и среднего предпринимательства. Но это очень важный момент. Сейчас абсолютно вот все федеральные бизнес-объединения, они идут навстречу, они идут на диалог, и когда мы с ними общаемся, мы получаем от них консолидированное мнение. На самом деле очень сложно работать точечно со всеми предпринимателями. Сегодня у нас их 40 тысяч субъектов. Ну, если даже просто физически с ними встречаться, то это будет только встречи. А когда работать, не знаю. Поэтому очень хороший инструмент – деловые объединения. Они выражают мнение всех предпринимателей. Ну и вот доступность кредитных ресурсов, она по-прежнему остается одной из основных проблем малого и среднего бизнеса. Вот как ее решить? Ну, сегодня мы смотрим на эту проблему
и уже некоторые моменты довольно-таки решены. Это и корпорация МСП. Действительно, у них очень высокие пороги для входа. Это региональная лизинговая компания и фонд развития предпринимательства. Также банки. На самом деле у нас система постоянно развивается. И, знаете, вот эта проблема доступности кредитных ресурсов, она общая российская проблема. Но, тем не менее, предприниматели, которые уже... Вот представьте вот просто ситуацию, что вот вы сидите дома, хотите заняться бизнесом, и у вас есть идея. У вас зарплата, допустим, там 35-40 тысяч, и поэтому у вас там 4 человека в семье, и хочется, чтобы был доход больше. У вас приходит идеальная идея, которую бы вы реализовали, и вам нужно для этого 15 миллионов. И вы смотрите на институт поддержки, ну, конечно, нельзя сразу выйти на такой большой уровень. Все начинается потихонечку. Да. Сначала где-то 100 тысяч, обернули, что-то сделали. У каждого свой еще есть потенциал к предпринимательству, потому что в предпринимательстве это очень большой риск, это очень большая выдержка должна быть, это неудачи, которые нужно обработать, проанализировать и сделать новый шаг, который уже не даст, не наступая на те же грабли. Очень сложный путь. Я сам был предпринимателем, и это очень, на самом деле, сложно. С коллегами, с которыми я встречаюсь, но я, на самом деле, очень удивлен их выдержке, их терпению. И в политической арене, где они выступают в роли общественников, это же ведь бесплатная работа, они защищают интересы очень большого количества предпринимателей. А вот как меняется отношение контрольно-надзорных органов и силовых структур по отношению к субъектам бизнеса? Ну, во-первых, за прошлый год мы снизили количество видов с 25 до 19. В этом году еще один вид контроля мы уберем. Всего будет 18 в 2020 году. Подходы, конечно, поменялись. Я, если честно, сам приятно удивлен. Если раньше многие контрольно-надзорные органы смотрели на субъекты предпринимательства и хотели их оштрафовать, чтобы выполнить свой KPI по работе, то на сегодняшний день Минэкономразвития России эту реформу действительно сделали. Сейчас контролирующие органы, они больше обеспечены, намерены работать на профилактику, на предупреждение. Практикуется чек-лист. То есть предприниматель видит по чек-листу, что он должен сделать, он знает, когда к нему придут. Есть плановые проверки, есть внеплановые проверки. Все это согласовывается с органами прокуратуры. Вот. И хочу подчеркнуть, что все-таки мы сейчас уже переходим на предупреждение и профилактику. Но, тем не менее, у нас этот год будет довольно-таки сложным, потому что на федеральном уровне в 2021 году вступает регуляторная гильотина. Напомню для тех, кто слышал, но не помнит, что именно это. Вот представьте все нормативные документы, которые регулируют предпринимательскую деятельность, обязательных требований. Они действительно есть избыточные. Прямо чересчур избыточные, но тем не менее за это могут предупредить, оштрафовать, они не настолько справедливые. Поэтому регуляторная гильотина просто берет все, отсекает. Вот полностью вообще все. Все санпины, все, что вообще возможно. И заново формирует, но уже вместе с предпринимателями. Если раньше это делали не в тандеме с бизнесом, то сейчас это делается в тандеме. Сейчас на площадке Минэкономразвития создана 41 экспертная группа по всем направлениям регулирующих моментов. А вот как сказывается на развитии бизнеса повсеместная цифровизация? Это очень тоже такой важный момент. На сегодняшний день практически исчезают такие профессии, как бухгалтер, потому что все переходит в сервисы, электронно-цифровые печати, онлайн-кассы. То есть абсолютно все сейчас переходит в цифровизацию. Если раньше мы хотели, допустим, получить... просто расскажу небольшой процесс, как открывается бизнес. Если раньше мы ходили в налоговую, заполняли через нотариуса, заверяли все это, платили деньги, то сейчас мы можем просто зайти на сайт налоговой службы, без оплаты госпошлины уже, допустим, тот же ИП открыть, в течение 5 дней это открывается. Не нужно идти в налоговую, чтобы документ, то есть приходит на почту. Мы уже сокращаем много времени ходьбы. После этого мы можем дистанционно, даже не мы можем, а уже система настолько она открыта, что ведущие банки России сами звонят к вам
Не нужно идти к ним в офис, стоять в очереди, они приходят к вам с документами. Не нужно сканировать документы, они просто их фотографируют, и у вас открывается счет. И вам не нужно идти заказывать печать для того, чтобы подписывать документы. Удобно всем. Электронно-цифровая подпись. Это просто один из таких примеров, которые действительно оцифрованы. Далее же та же отчетность. Вот. По отчетности очень тоже просто. Тимур Юрьевич, спасибо большое за беседу. Будем надеяться, что инвестиционный климат будет только улучшаться, а рейтинги будут повышаться. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Не переключайтесь.